С 20 июня и по 17 августа в России пройдет прием документов от абитуриентов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Впервые вузы будут принимать заявления, аттестаты, портфолио школьника и все необходимые документы в дистанционном режиме. И что главное, до начала единого госэкзамена, который из-за коронавируса пришлось перенести почти на месяц. Об особенностях приемной кампании в этом году говорим вместе с заместителем министра образования и науки Республики Башкортостан Инессой Косолаповой. Инесса Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, особенности приемной кампании в вузы и колледжи в этом году, на что ориентироваться родителям, что делать абитуриентам и в целом готовность всей системы образования. Действительно, тема приемной кампании на сегодняшний день очень актуальна, и в этом году имеется ряд изменений. Но эти изменения связаны в первую очередь со сроками приема документов, и второе – это с формой общения абитуриента и приемной комиссии вуза, либо родителя и, соответственно, точно так же вуза. На что я хотела бы обратить внимание наших уважаемых абитуриентов. Несмотря на то, что сроки ЕГЭ сдвинуты, тем не менее приемная комиссия начинает свою работу с 17 июня. С 17, с 18, с 20. До 20 июня все наши приемные комиссии уже начнут работать. Как в вузах, так, соответственно, и в колледжах. Сроки зачисления в вузы несколько сдвинулись. Действительно, зачисление будет происходить в августе месяце. В первую очередь будут зачислены те абитуриенты, которые имеют определенные льготы, ну а уже остальные по порядку в соответствии с баллами ЕГЭ. Давайте отдельно для льготников проговорим и для остального потока. В принципе, льготника – это либо основной поток, разницы нет, потому что документы подаются в одно и то же время. 17 или 18 числа абитуриент может принести свой аттестат, не то что даже принести, а загрузить на сайте вуза, а уже как будут результаты ЕГЭ, точно так же эти результаты подгрузить. Какая все-таки форма подачи документов? У нас есть несколько вариантов. Первое, либо это по электронной почте, второе – это подача документов через сайт вуза или через сайт колледжа. То есть на каждом сайте есть вкладка «Абитуриенту», где уже вузами и колледжами разработана электронная форма подачи документов с возможностью прикрепить сканы своих аттестатов, паспорта и иных документов, которые необходимы. И, соответственно, имеется, конечно, у нас такая услуга, как подача документов через госуслуги в разделе «Поступи в вуз онлайн». Но этот проект является пилотным, и из республиканских вузов входит на сегодняшний день лишь только Уфимский государственный авиационно-технический университет. По Российской Федерации 53 вуза вошли в данный пилот. Сколько у нас выпускников школ в этом году и какие рекомендации вы можете дать родителям? По рекомендациям родителям, конечно, прежде всего не волноваться. У нас в этом году увеличилось количество бюджетных мест в вузах. Если в прошлом году это было около 10 тысяч, то на сегодняшний день это 11 264. И, конечно, на 1000 мест это значительное увеличение. Я думаю, что каждый найдет себе, что называется, место в соответствии с его направлением, с его желанием. Но и вместе с тем у нас 22 тысячи бюджетных мест в наших колледжах. Самая большая система профессионального образования в Республике Башкортостан. Поэтому я думаю, что каждый выпускник найдет место в своей жизни и его сделает хорошую карьеру. По ожиданиям в 2020 году какие специальности будут наиболее популярными? Но у нас ежегодно активно сдают документы на технический профиль, разумеется, на медицинский и на все те специальности, которые связаны с IT-направлением, с IT-технологиями. Что видите вы по подготовке вузов? Насколько готовы к дистанционному принятию документов от абитуриентов в высшее учебное заведение? Вузы уже в формате дистанционной работы формировали свою деятельность давно. Уже в прошлом году, позапрошлом году были такие практики. Просто лишь в этом году, наверное, подкрутили то, где у них были определенные сложности. И на сегодняшний день всецело уверенно начинают эту работу. У нас есть ряд специальностей, где требуются дополнительные вступительные испытания на выявление психологических, физических, творческих особенностей. Я бы хотела обратить внимание абитуриентов, которые будут поступать на специальности, связанные с творчеством.
Министерством культуры Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации о том, как данные испытания должны проводиться. И они, конечно, будут проводиться в очном формате, потому что иначе, к сожалению, никак. Но с соблюдением всех требований и термометрии, и обработки рук и так далее. То есть на творческие специальности дополнительные вступительные испытания будут проходить в очном режиме. Остальные все испытания, которые требуются по, допустим, специальности архитектуры, либо по филологии, то есть, соответственно, будут проходить точно так же дистанционно. Ну, то есть мы можем утверждать, что вузы с этой нагрузкой, они справятся? Да, конечно, вузы справятся. Потому что практика такая уже имелась, и для нас это хороший, наверное, рывок вперед, я бы так сказала. Ну, многие эксперты считают, что коронавирус действительно сделал быстрее процессы некоторые, в том числе и по цифровизации, в том числе цифровизации образования. Единый госэкзамен, как он будет проходить в этом году, и тоже ваши рекомендации, пожалуйста, школьникам? Единый государственный экзамен также волнует наших родителей, несомненно. И я хочу обратить внимание наших родителей на то, что данная процедура будет проходить в максимально безопасных условиях. Неспроста даты проведения ЕГЭ отодвинули, потому что мы понимаем, что в этот период уже будет более хорошая санэпидемобстановка. И, конечно, на сегодняшний день разрабатывается по алгоритму каждый пункт. Как будут находиться дети в аудитории. Разумеется, соблюдением дистанции 1,5 метра, это 9 человек в аудитории, не больше. Разумеется, это масочный режим, наличие перчаток, это доставка детей в пункты проведения в автобусах, которые будут проходить обработку до и после поездки. То есть все эти требования, они будут точно так же соблюдаться, и уже проходит и обучение наших руководителей пунктов приема экзаменов, ну и, соответственно, все те работники, которые будут задействованы в этом процессе. Наверное, рекомендация родителей прежде всего это успокоиться, понять, что действительно система образования и управленцы системы образования беспокоятся о каждом ребенке, и мы стараемся обеспечить такое благополучное проведение данного мероприятия. Ну и, кстати говоря, о работниках системы образования, вот с точки зрения подготовки преподавателей, есть ли новшества какие-то для проведения единого госэкзамена и для них в этом году? В этом году обязательно масочный режим. Наверное, это несколько неудобно, но, тем не менее, мы должны, соответственно, всеми этими требованиями руководствоваться. А остальное все будет проходить по тем алгоритмам, которые отработаны уже в прошлом и позапрошлых годах. Инесса Васильевна, коронавирус вот так скорректировал в этом году всю эту систему по приемной кампании. Как вы считаете, могут ли произойти еще какие-либо изменения в связи из-за пандемии коронавирусной инфекции? Но у нас на сегодняшний день изменения по летней кампании, оздоровительной кампании, я имею в виду, потому что действительно мы передвинули и сроки старта. Как правило, это было 1 июня. На сегодняшний день определили, что с 15 июня у нас стартуют санатории, профилактории и оздоровительные лагеря. А уже с 1 июля начнется полноценная оздоровительная кампания во всех загородных лагерях и, соответственно, в центрах дневного пребывания. Но мы понимаем, что наши школьники закончили обучение в конце мая, и вот на сегодняшний день у них очень много свободного времени, которое точно так же нужно использовать с пользой. Поэтому с 1 июня во всех муниципалитетах стартовали так называемые онлайн-смены. По республике их 190 онлайн-смен, и 22 тысячи ребятишек как раз-таки охвачены этим форматом работы. Что такое онлайн-смена? Расскажите, пожалуйста. Онлайн-смена – это занятие, которое проводится абсолютно в открытом режиме для всех ребят, то есть любой желающий может подключиться. Эти смены, они тематические. Находясь дома? Да, конечно, находясь дома. Имеется у каждой смены руководитель или вожатый, который начинает день, разумеется, с переклички, с бесед, и уже по определенному графику проходят те или иные мероприятия. Либо это мастер-классы, либо это познавательные встречи, онлайн-встречи, либо это определенные проектные задачи. То есть фактически деятельность, свободное время детей, оно вот так вот плодотворно занимается. А работают в этих онлайн-сменах, конечно же, целая армия наших педагогов дополнительного образования. Летняя оздоровительная кампания, до какого периода она продлится и какое количество школьников планируется, что она коснется? Мы планируем, что охват наших школьников будет так же, как и в прошлом году, но, конечно, имеются некоторые у нас ограничения, поэтому сейчас о количестве мы сказать не можем. В части чего ограничения?
рекомендации Роспотребнадзора. На сегодняшний день, с 1 июля, и с 15 июня, как начнем наши смены, загрузка смен в лагерях будет на 50% от вообще мощности, да, от планируемого числа. Это первый момент. Второй момент. Дети, которые будут прибывать в загородный лагерь, они будут находиться там, будут отменены все родительские дни, и все те работники, которые будут заезжать на смену, они прежде всего будут сдавать тесты на антитела, и, соответственно, точно так же будут находиться там постоянно в этом лагере, без выхода за территорию. Ну и особое внимание будет уделяться к здоровью ребят, то есть обязательно наличие 2 медработников в смене, это уже требование Роспотребнадзора. А привычное было сколько? Один? Достаточно одного было, да. Было достаточно одного. Да. Ну, я думаю, что мы все новости будем следить все-таки за заявлением Министерства образования и науки. Конечно. Будем следить. Спасибо большое, Инесса Васильевна. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения была заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Инесса Косолапова. И мы говорили о том, как коронавирус повлиял на приемную кампанию в вузы и колледжи, а также о том, как пройдет летняя оздоровительная кампания в 2020 году в Башкортостане.